Жанна Цалагова 20 лет занимает в машине пассажирское кресло. Думала, что быть водителем для нее невозможно. Но сегодня, впервые сев слева, она уже не боится ускоряться, без проблем объезжая препятствия. Отца, ты не поверишь, но я первый раз в жизни за рулем. Первый урок вождения проходит на ура. Жанна Цалагова отправляется на теоретическое занятие. Дорога для всех общая, потому и обучаться люди с ограниченными возможностями будут на общих основаниях. Сесть за руль автомобиля мечтают многие. Очень многое для нас это. И вот то, что вот сейчас хотят сделать, вот это автошкола для инвалидов, все, думаю, очень обрадовались, потому что очень много есть желающих, которые хотят научиться ездить. Очень удобно иметь под себя машину. В обычной машине с автоматической коробкой передач, 2 педали, газ и тормоз. Здесь они выведены на руль. Причем это один рычаг. На себя газ, от себя тормоз. Благодаря таким машинам инвалиды-колясочники чувствуют себя за рулем уверенно и комфортно. Решить проблему колясочников, желающих сесть за руль, взялась директор Центра реабилитации Жанна Цалагова. На заседании Совета Общественной палаты она вынесла предложение запустить в республике проект, благодаря которому люди с ограниченными возможностями смогут обучаться вождению. Предложение единогласно одобрили. Идею предложили внести в федеральную программу «Доступная среда». Я бы обратилась сегодня к главе нашей страны, к Владимиру Владимировичу Путину, который немало делает для нас, для людей, оказавшихся в столь тяжелой жизненной ситуации. А хотела бы обратиться вот с какой просьбой. У нас есть программа «Доступная среда». Она сегодня продлена до 2017 года. Как бы было хорошо, если бы вот в эту программу включить и именно обучение вождению людей, оказавшихся в инвалидных креслах-колясках. Жанна Цалагова рассказала о том, как тяжело инвалидам приобрести автомобиль, а перестроить его под ручное управление обходится в 45 тысяч рублей. Кредит на машину без страховки не выдают, а получить ее не всегда возможно. Пока в республике под ручное управление адаптирована только одна машина. Дирекция автошколы надеется, что их станет больше. Ангелина Васильева, Залина Губурова, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ.